2022 год выдался особенно сложным. На всем его протяжении мы шли с плюсом по погибшим, а по итогам года с натяжкой удержали показатели. В минувшем году на дорогах республики погибли 306 человек. По национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» смертельность должна снижаться год от года. Сейчас Татарстан едва уложился в требуемые показатели. Часть районов выполняет все обязательства, часть не превышает. То есть арифметика может и не сложиться. Поэтому прошу обратить внимание каждого муниципального района на эти показатели. У нас 306, еле-еле мы это. Дело только не в учете, дело в том, что это же жизнь людей. Человек, он не осознает, тем более, если он немножко выпил, куда едет, для чего. Так почти в 2 раза выросла смертность на дорогах в Буинском районе. Здесь погибли 9 человек. Есть большие претензии к работе местной комиссии безопасности дорожного движения. Президент призвал к ответу главу района. Ранис Камардинов попытался оправдаться, но Рустама Минниханова эти объяснения не устроили. Как оказалось, глава сам не посещает заседания по БДД. Все заинтересованные службы в зале. Работу будем усиливать. По работе комиссии замечания есть? Подожди. Но ты в комиссии сам не принимаешь участие. Что усиливать-то? Да, Рустам Гагович, мы сам не усиливаем работаешь. Кто у тебя будет работать? Усиление не нужно, просто системно надо работать. Так что желтые карточки тебе. Аналогичная ситуация со смертельностью и равнодушием глав сложилась в Пестрецах, Тетюшах и Высокой горе. Руководство республики подняло с мест глав этих районов. Себя начинайте. От вас все зависит. Что, я должен с Кахориным приехать там? Разбираться. Вы же есть. Примерно заседание привели Лениногорск. Несколько лет назад район был в зоне критики. За это время Регату Хусейнову удалось сделать орг-выводы. Сейчас здесь всего 1 погибший. Район, как лучше по показателям безопасности, получил сертификат в 1 миллион рублей на покупку учебного оборудования. Как отмечает Артем Хохорин, кардинальная мера, которая помогает не допускать аварий и смертей, разведение встречных транспортных потоков и строительство разделительных полос. Сейчас каждая 3-я смерть на дорогах происходит из-за выезда на встречную полосу, причем там, где стоит знак «Обгон запрещен». Особенно беспокоит ситуация на трассах Казань-Ульяновск и Казань-Киров. Глава МВД призвал федеральных дорожников плотнее заняться этими участками. Реализация основных мер по разделению встречных потоков планами на последующие годы даже не предусмотрено. Предлагаю вам, Эльдар Галудинович, в этом году на данном участке реализовать первоочередные меры, установить сигнальные столбики в местах применения двойной сплошной линии разметки и обратиться в правительственную комиссию России для проведения реконструкции аварийных участков данной дороги. В минувшем году 76 человек, то есть четверть, погибли в ДТП, где виной стал как раз человеческий фактор. Водители засыпались за рулем, отвлекались от управления или на дорогу неожиданно выбегали пешеходы. Полицию беспокоит и то, что нарушители правил отделываются штрафами, не платят их и также продолжают ездить. Количество неплательщиков штрафов за пьяную езду растет. Второй год увеличивается количество тех, кто имеет крупные суммы задолженности 50 тысяч рублей и выше. Исполняемость таких постановлений, находящихся на принудительном исполнении, снизилась почти на 6%. Многое можно сказать в упрек территориальным подразделениям внутренних дел, но для клонисты особо и не прятались. Непонятно, как их ловили, где был ГАИ, где были участковые. Как оказалось, многие районы на муниципальных комиссиях даже не рассматривают тему пьяной езды. При этом нетрезвыми за руль садились как сотрудники самих администраций, так и действующие представители комиссии БДД. Выявлен факт управления транспортом в состоянии опьянения представителями структуры администрации. 18 ноября в Тетюшском районе были задержаны 2 руководителя муниципального уровня. Оба находились за рулем с признаками алкогольного опьянения. Аналогичный факт 26 декабря в Нурлатском районе задержан директор Центра занятости населения на служебном транспорте, который до октября 2022 года имеет директор, являлся руководителем исполкома и председателем комиссии по безопасности дорожного движения. Прежде чем требуется других, надо самим быть образцом транспортной дисциплины. Получается так, что водителям служебного транспорта исполкомов Буинского района допущено 106 нарушений, Альтейского 69, Пестричинского 47. Также в МВД продолжают фиксировать случаи, когда в районах школьные автобусы выпускают на маршрут в нарушении всех регламентов. Так, в марте прошлого года в Нурлатском районе школьный автобус перевозил детей с технически неисправным рулевым управлением, при этом срок техосмотра истек более полугода назад. 6 сентября в Альметьевском районе при проверке 2 школьных автобусов также выявлена неисправность рулевого управления. 21 ноября в Тетюшском районе установлен вопиющий случай управления
водителем школьного автобуса с признаком алкогольного опьянения, и автобус направлялся за детьми. Более того, в декабре на Кремлевскую елку повезли детей из этого района на автобусе с неисправным ремнем безопасности. Рустам Миниханов призвал задействовать новые методы борьбы с нарушениями, в частности, контролировать дороги, фиксировать нарушения с беспилотных летательных аппаратов. У нас такого опыта пока нет еще, да? Ну, вот в Краснодаре это есть, надо нам этот опыт и рассмотреть. Давайте вот проработаем, посмотрим, как он эффективно работает. Вот очень интересные вот эти камеры. Также в марте вступит в силу изменения в правилах дорожного движения по электросамокатам. На дорогах появятся знаки, запрещающие езду на них, и должны быть оборудованы специальные места стоянки. Также в МВД предложили ввести в школьную программу занятия по этому виду транспорта. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.